Прошу всех встать. Прошу садиться. Доброе утро, уважаемые участники заседания. Заседание суда объявляется открытым. На заседании суда рассматривается дело о проверке конституционности статьи 4 Закона о гарантии о деятельности президента Кыргызской Республики. Заседание будет проведено под председательством Мамырова. Кворум судей имеется, секретарь судебного заседания Аблакимов Курманбек. Курманбек, доложите о присутствии вызванных участников. На сегодняшнем судебном заседании присутствует с обращающейся стороны гражданин Алагушев Ахмат Киргизбаевич, представители Джолдушалиева Бирмет Анарбековна, Османалиева Айнура, Османбаев Бектур Камильевич, Алмазбеков Тилек Алмазбекович. Со стороны ответчика представители Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики Мамбетова Аида Туюкбаевна и Болджурова Света Садыковна. Иные лица. Постоянный представитель президента Кыргызской Республики в Конституционной палате Касымбеков Нурбек Айтыевич. Представитель Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики Айтбаев Улан Таштемирович. Представитель правительства Кыргызской Республики, заместитель министра юстиции Кыргызской Республики Ихсаналиев Мақсатбек Культурович. Других вызванных участников судебного заседания не было. Спасибо. Так, представитель Джолдушалиевой Османалиева, пожалуйста, представьте информацию о себе к трибуне. Османалиева Айнура Мусаевна, год рождения, дата 11 февраля 1985 года. Работаю в правовой клинике Адилет заместителем директора, проживаю по адресу город Бишкек. Представляете интересы? Представляю интересы Джолдушалиевой Бирмет Анарбековны по доверенности. Нотариально заверены. Нотариально заверенные. По документам есть, коллеги, вопросы? Нет? Присаживайтесь. Второй представитель Джолдушалиевой Османбаев Бектур Камильевич. Доброе утро. Османбаев Бектур Камильевич, 16 сентября 1987 года рождения. Проживаю в городе Бишкек. Работаю в должности заместителя директора общественного фонда «Правовая клиника Адилет». На данном процессе представляю интересы Джолдушалиевой Бирмет Анарбековны по нотариально заверенной доверенности. По документам есть вопросы? Нет? Присаживайтесь. Третий представитель Джолдушалиевой Алмазбеков Тилек. Пожалуйста. Доброе утро. Алмазбеков Тилек Алмазбекович. Дата рождения 16 июля 1993 года. В данном деле представляю интересы Джолдушалиевой Бирмет Анарбековны по доверенности. Работаю в правовой клинике Адилет юристом. Спасибо. Вопрос есть, коллеги? Нет? Присаживайтесь. Заявитель Алагушев. Пожалуйста, информацию о себе представьте. Доброе утро. Алагушев Ахмат Кыргызбаевич. 1 мая 1972 года. Проживаю в город Бишкек. Спасибо. Присаживайтесь. Представитель Жогорку Кеңеша Мамбетова Аида Туюкбаевна. Пожалуйста, информацию о себе представьте. Доброе утро, Мамбетова Аида Туюкбаевна. 9 апреля 1977 год. Работаю в отделе Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кеңеша. Представляю интересы Жогорку Кеңеша по доверенности. Документам есть вопросы, коллеги? Присаживайтесь. Следующий представитель Жогорку Кеңеша Болджурова Света Садыковна. Пожалуйста, информацию о себе представьте. Доброе утро. Болджурова Света Садыковна, эксперт юридического отдела, 4 июня 1969 года рождения. Присаживайтесь. В качестве иных лиц у нас приглашены постоянный представитель президента в Конституционной палате Касымбеков Нурбек Айтыевич. Пожалуйста, Нурбек Айтыевич, информацию о себе представьте. Здравствуйте, уважаемый суд. Касымбеков Нурбек Айтыевич, 6 февраля 1967 года рождения. Проживаю в городе Бишкек. Работаю постоянным представителем президента Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики. Спасибо. По документам есть вопрос? Нет? Присаживайтесь. В качестве иного лица также приглашен представитель правительства, заместитель министра юстиции Ихсаналиев Мақсат. Пожалуйста, информацию о себе представьте.
Здравствуйте, уважаемые судьи. Я Исеналиев Мансатбек Кульчурович, 6 февраля 1979 года рождения. Представляю интересы правительства по доверенности, являюсь заместителем министра юстиции, проживаю в городе Бишкек. Спасибо. Есть вопросы по документам? Нет? Присаживайтесь. И третий представитель государственного органа, привлечен в качестве иного лица, это Айтбаев Улан Таштемирович. Пожалуйста, информацию о себе представьте. Здравствуйте, Айтбаев Улан Таштемирович, 1985 года рождения. Работаю начальником отдела гражданского судопроизводства Генеральной прокуратуры, представляю интересы Генеральной прокуратуры по доверенности Генерального прокурора. Есть вопросы, коллеги? Нет? Спасибо, присаживайтесь. Стороны, встаньте, пожалуйста. Встаньте. Вы тоже являетесь стороной. Вам будут разъяснены ваши права и обязанности. В соответствии с Конституционным законом о Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики в ходе судебного заседания вы имеете право представлять доказательства, участвовать в исследовании доказательств, представлять свои доводы, соображения по всем возникающим в ходе процесса вопросам, выступать с заключительной речью. Также имеете право заявлять ходатайство, давать устное и письменное объяснение судьям, высказывать свое мнение по заявленным ходатайствам. Обращаясь, сторона имеет право изменить основания или предмет требований, увеличить или уменьшить их объем, отказаться от требований. Сторона-ответчик вправе признать их полностью или частично, либо возражать против них. Вы обязаны добросовестно пользоваться своими правами. Сообщение суду заведомо ложных сведений расценивается как неуважение к Конституционной палате и влечет ответственность по закону. Также в соответствии со статьей 36 Конституционного закона о Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики вы вправе заявить отвод судье или судьям. Обращающая сторона, вам ваши права и обязанности ясны? Да, ясно. Ясно. Заявление ходатайства имеется? Нет, не имеется. Не имеется. Присаживайтесь. Представители Джордж Кингеша, вам ваши права и обязанности ясны? Ясны, да? Кроме ходатайства об отложении судебного заседания, другие ходатайства и заявления имеются? Нет. Не имеется. Присаживайтесь. Кто из вас зачитает ваши ходатайства? Пожалуйста, Аида Туюкбаевна, огласите ваши ходатайства. В соответствии со статьей 40 Конституционного закона Кыргызской Республики о Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики, Конституционная палата вправе приостановить производство на срок, необходимый для устранения возникших препятствий. Поскольку такое обстоятельство в настоящее время наступило, это подтверждается тем, что депутатами Джоуркенша Кыргызской Республики Масалиевым и Зулушевым инициирован и внесен в Джоуркенш Кыргызской Республики проект закона о внесении изменений в закон о гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики. При этом вносимые изменения касаются также положения статьи 4 вышеуказанного закона. Следует отметить, что данный законопроект находится на рассмотрении Комитета по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Джоуркенша для внесения на рассмотрение Джоуркеншем Кыргызской Республики в первом чтении. В этой связи возникли основания для приостановления производства по данному делу. На основании изложенного и в соответствии со статьей 40 Конституционного закона о Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики просим приостановить производство по ходатайствам граждан Джолдошалиевой, Алагушевой, Алишевой, Усеновой, Исаевой о признании статьи 4 Закона Кыргызской Республики о гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики, противоречащей части 3 статьи 16, частям 2 и 3 статьи 20, части 2 статьи 31, статьи 60 и статьи 104 Конституции Кыргызской Республики на 3 месяца до устранения обстоятельства, послужившего основанием для обращения с ходатайством о приостановлении производства по делу. Приложение. Документы, подтверждающие основания для приостановления производства на 9 листах. Документ, подтверждающий полномочия лиц на подписание ходатайства на 2 листах. Представители Джоуркенша по доверенности. Мамбетова, Бердимуратова, Болджурова. Хорошо. Романбек, раздать ходатайство заявителям. Вернитесь к трибуне. Османалиева Айнура Мусаевна, ваше мнение по заявленному ходатайству? Уважаемые судьи Конституционной палаты, я возражаю.
поскольку вот я посмотрела закон о Конституционной палате, основанием то, что было озвучено, не может служить. Если есть возможность рассмотреть сегодняшнее обращение, я считаю, что необходимо его рассмотреть, тем более, что Конституционная палата вправе приостановить. Поэтому мы считаем, что нет необходимости приостанавливать, и необходимо рассмотреть. Спасибо. Виктор Камилевич, ваше мнение по ходатайству? Уважаемый суд, я также возражаю. Считаю необходимым рассмотреть сегодняшнее дело, поскольку указанный законопроект, он лишь частично затрагивает оспариваемую норму, и то есть речь о препятствии здесь не может быть. Тилек Алмазбекович, ваше мнение по ходатайству? Я возражаю и поддерживаю своих коллег. Алагушев Ахмат Киргизбаевич, ваше мнение? Уважаемый суд, я тоже поддерживаю, потому как считаю, что не может быть препятствием вот этот законопроект для того, чтобы наше ходатайство рассмотрено было здесь. Возражаете против? Возражаю, да. Хорошо. У меня к вам вопрос. Вы в качестве основания для приостановления производства по делу приводите проект закона, инициированный Масалиевым и Зулушевым. В этом проекте закона статья 4 вообще исключается? Включите микрофон, да. Нет, вы еще не включили. Не включили. Есть два варианта законопроекта, в котором один законопроект, как раз статья 4 подается на исключение, на признание утратившей силу, и второй законопроект, где частично вносятся изменения. Так какой проект вносится? Два законопроекта имеются. Нет, вы конкретно скажите, потому что заявителями ставится вопрос Мы о говорим... признании неконституционности статьи 4 в целом. Если частично вносятся изменения, тогда генеральный прокурор как представитель президента остается или нет? Да, остаются. Тогда в этом случае не снимается же вопрос, поставленный заявителями. Второй законопроект мы имеем в виду. Не полностью. Уважаемые коллеги, ваше мнение? Пожалуйста. Аида Туйпановна, скажите, пожалуйста, вот приостановление вы просите, да? И рассмотрение того вопроса, оно может существенно влиять на вот разрешение этого дела? Либо вообще в последующем исключить ее рассмотрение? Или вообще ничего? Нет, существенно не меняет, но это право депутатов инициировать законопроект, поэтому мы сейчас не можем говорить об исходе дела. Тогда следующий вопрос. Вот по вашему мнению, ваше ходатайство относительно приостановления подпадает ли под те основания, которые перечислены в законе о Конституционной палате? Да, подпадает. Под какой пункт подпадает? Можете сказать? Можно будет, Светлана Декана подскажет. Под какую статью и под какой пункт этой статьи подпадает? Мы когда готовили ходатайство, мы опирались на статью 40. А основания, мы посчитали, что есть основания, потому что отчасти будут сняты вопросы, которые стоят в ходатайстве. Вы можете сказать, в статье 40 к какому пункту? Я точно сейчас сказать не могу, потому что у меня закона о конституционном законе нету, о Конституционной палате рядышком. Я забыла. Хорошо. Вы говорите, что есть препятствия, которые необходимо преодолеть. То есть до устранения этих препятствий. В чем заключается препятствие для Конституционного суда для рассмотрения ходатайства заявителей? В чем препятствие? Неподготовленность дела, отсутствие кворума, неучастие заявителей. Что является основанием? Я сейчас затрудняюсь говорить. То есть, по сути, получается, ваше ходатайство безосновательно. Уважаемые коллеги, ваше мнение? Отклонить? Так, состав суда, посовещавшись на месте, решила отклонить ходатайство представителя Джордж Кингеша о приостановлении дела. Присаживайтесь.